Потомки Чингисхана не исчезли с лица земли. Самый западный осколок Великой империи – Калмыкия. Девушка-калмычка имела право надевать цыгдык только после замужества, а готовиться к этому начинала, как только могла удержать в руках иголку и нитку. Национальный костюм – это уникальное произведение прикладного искусства народа. Характер калмыцкого костюма складывался несколько веков. Время образования монгольского феодального государства, когда под властью Чингисхана объединились все скотоводческие племена. 17 и 18 века оставили нам только описание путешественников об уникальности калмыцкого костюма. А в условиях скотоводческого образа жизни формировалось отношение к одежде как великой ценности. Иногда ткани на одежду везли с самого Китая. Вильгельм Рубрук из своих путешествий писал: «Об одеянии и платье их знайте, что из Китая и других восточных стран, а также из Персии, им доставляют шелковые и золотые материи, а также ткани из хлопка, которые они надевают летом». Именно муаровый цыгдык. Я вообще не думала, что калмыки могли использовать настолько дорогую ткань, настолько дорогая и роскошная ткань была. Вот. И этот муар, то есть я всегда видела там ленты муаровые, еще какие-то шторы муаровые, но в первый раз я увидела настоящий старинный муар, и он покорил мое сердце. Да? И это был еще и цыгдык. То есть, несмотря на то, что на этом цыгдыке был вот как вот здесь мы сейчас делаем линейный зек, то есть простой, очень простой зек получается, да, просто линия. Этот муар играл просто во всех красках, и этот зек на этом муаре смотрелся очень роскошно, несмотря на то, что его геометрия очень проста. Так же, как и в настоящем цыгдыке. Что такое муар? Это обработка ткани после того, как ее соткали. То есть сначала ткань соткут, да, а потом в современном мире сейчас на специальных валах ее прокатывают, и остается вот такой вот эффект муаровый. Муаровый рисунок красивый, замечательный. Вот. А в старину таких валов не было. Был специальный камень, его мастера отбирали, и на ткань наносился клей. По одним рассказам, что это был именно яичный клей, но у каждого мастера, конечно, может быть свой рецепт, но, допустим, в Узбекистане я слышала, что это были яйца. Вот, наносился яичный желток, ткань несколько слоев складывалась, а потом колотушкой били по ткани. То есть ткань положили на камень специальный, и колотушкой били по ткани. Когда ткань разворачивается, то получается такой муаровый эффект. Выполняется только с одной стороны. То есть с одной стороны у нас есть муар, а с другой стороны этот муаровый эффект, даже если слегка виден, то есть он не сильно проявлен. То есть муар – это односторонняя ткань. И что еще очень важно, муаровую ткань нельзя стирать. То есть, если вы постираете ткань, то муар у нас, конечно же, исчезнет. Но старинный муар, он держался очень долго. Но вот эти вот все старинные калмыцкие платья, роскошные, которые мы с вами видим в музее, это все-таки праздничные, да? И их не стирали. Да, их могли вывесить то на какое-то короткое время на улицу, проветрить, и то была даже такая традиция, когда вывешивали рукавами, то есть вниз, подолом наверх, получается. Вот, то есть их именно просушивали, проветривали, но не стирали. И поэтому тот, конечно же, цыгдык муаровый в Санкт-Петербурге великолепно сохранился. Вот, и он до сих пор блистает своей красотой. Данный цыгдык, он повторяет крой старинного цыгдыка из Российского этнографического музея. То есть я снимала выкройки непосредственно с образца, делала замеры, как положено, а потом по своим данным я восстановила крой
этого цгдк. И сейчас мы здесь видим две детали цгдк, которые уже сшиты по плечевым швам, то есть передняя деталь, и здесь немножко сложено, и задняя деталь. Здесь вот, что характерно для этого цгдк, такая вот планочка, и у этого цгдк подол сзади не разрезной, то здесь пойдут большое обилие складочек такого формата получается. Была очень сложная задача. Все практически старинные изделия, они со временем или изначально несимметричны, где-то перекошены. Поэтому была задача, конечно, его еще выровнять. То есть здесь цгдк представлен не в точной копии до сантиметра с этнографического образца, а уже обработан, уже исправлены какие-то недочеты, которые с столетием привели цгдк в, может быть, не очень хорошее состояние. Вот, то есть здесь уже обработанный вариант, выровненный весь, вот, как сказать, и облагороженный. В формировании калмыцкого костюма существует несколько легенд. Одна из них китайская. Она гласит, что дочери китайских князей и царедворцев, выдаваемые за усуньских владельцев и полководцев, благотворно влияли на смягчение нравов предков нынешних калмыков, внося в их жизнь систему воспитания детей и сообщая этому народу свои обычаи, костюмы и этикет. В одной из летописей идет перечень того, что забирала с собой китайская принцесса. Это легкая колесница с отрезами тканей, пуговицами, ремнями, а также масляными рисунками. Сейчас сложно понять, в какое время появилась типично монгольская часть костюма цгдк, но известно одно – китайские царевны такого не носили. Еще одна легенда – роль женщин Кавказа в создании вышивок на калмыцком женском костюме. Феодальная верхушка калмыков неоднократно Роднилась с кавказской знатью. сестра черкесского Музры стала сестрой Пунцук-Манчака. Шестой калмыцкий хан Дондукомбо, внук Аюки хана, был женат на дочери баксанского князя Кабардин-Киджани. Улусные люди иногда следовали примеру своих зайсангов и наенов и брали в жены черкешинок, особенно добытых в многочисленных походах на Кубань. Имелись также и суеверия. Считалось, что каждому человеку отведено только определенное количество нарядов. И после того, как их количество заканчивается и земное существование человека. Поэтому отношение к плохой, поношенной одежде считалось продлением жизни, потому что оно не входило в счет тех костюмов, которые отведено человеку. Отдавались костюмы в основном детям и от старших родственников, желательно тех, которые успешно прошли период взросления. Если предположить, что китайские жены привнесли в калмыцкий быт свою систему воспитания, этикет и костюмы, то кабардинки сочли нужным украсить его серебряными галунами, шелковой тесьмой и плетенными узорами в кабардинском вкусе. Однако народный орнамент не возникает по прихоти отдельных лиц. Это очень долгий и сложный процесс, который формируется на протяжении столетий и десятилетий. История и описание костюма будет неполным, если не сказать о художественной отделке его вышивкой, тесьмой, позументом. В народном искусстве костюм является одним из основных видов творчества. В нем ярко выражены не только социальные, бытовые, местные, но и колористические и композиционные моменты. Поэтому в костюме, а в калмыцком особенно, значительную роль играет орнамент. Самое большое место орнаменту отводится на платье замужней женщины. Женский костюм девушка имела право надеть только после свадьбы. И состоит он из нижнего платья, из платья терлык с высоким воротником-стойкой и богато украшенной манишкой,
Узор обрамлял разрез на платье от горловины до талии, уходящий направо, наглухо закрытый, со стоячим воротником. Рукава были длиннее руки, постепенно сужающиеся к кисти, вшиваются на плечах в складки. Первая пола на груди почти прямая, с небольшим уступом на поясе, левая вырезана под прямым углом. Воротник и поля украшены вышивкой цветной и шерстяной нитью, геометрические узоры зек с серебряным и золотым позументом. Застегивался на внутренние крючки и петли, а пуговицы служат только декоративным украшением. Рукава имеют манжеты прямой и полукруглой формы, также расшитый геометрическим зек. Поверх платья терлык одевался безрукавый халат, обязательно другого цвета, с V-образным вырезом до талии, открывавшим манишку нижнего платья. По поясу идут широкие складки и сборки. Фиксируется он только у пояса, завязывая шнурком или поясом с кистями. Полы, подол и окат рукава украшают орнаментом и вышивкой, цветной шерстяной нитью, золотым серебряным позументом, стеклярусом. Цегдык – одежда, созданная наездницами и для наездниц. Юбка состоит из 2 самостоятельных полотнищ, прикрепленных только к лифу, что не мешает верховой езде. Терлык, кофта берзе, цегдык – вот принадлежности костюма вышедшей замуж калмычки, которыми она заменяет девичий бешмет. Обшлага рукавов, края подола, воротник и вырезы на платьях обильно и щедро украшаются цветной вышивкой. В 1867 году в Москве на Маховой проходит Всероссийская этнографическая выставка народов, проживающих в России. Оттуда сохранился в единственном экземпляре костюм замужней калмычки. Женский манекен одет в традиционный костюм замужней женщины. На ней красное платье с длинными рукавами, и поверх этого платья надета безрукавка цегдек. Безрукавка выполнена из синего шелка, в отличие от платья, которое красного цвета. И сразу надо сказать, что если в мужских костюмах яркие тона не использовались, то женские костюмы, наоборот, могли сшиться из очень ярких красных, желтых и других цветов. Безрукавка должна была обязательно быть другого цвета, чем платье. И здесь вот мы видим красное платье и синяя безрукавка, длиннополая. Безрукавка имеет сзади большой разрез, и плечики у нее такие острые, иногда даже проклеивались для придания формы. По гипотезе одного из исследователей, безрукавки у тюрко-монгольских народов, женские безрукавки, символизировали оперение лебедя, который являлся предком, лебедь, предок сначала тюркских народов, и потом монголоязычные народы заимствовали эти представления. Поэтому безрукавка не имела утилитарного значения, она имела только символическое значение. И безрукавка являлась обязательным элементом именно костюма замужней женщины, потому что незамужние девушки носили платья совсем другого покроя, чем замужние женщины. Они обтягивались у талии и носили пояс, так же, как и мужчины, поскольку у очень многих народов, у калмыков в том числе, девичий костюм сближался с мужским костюмом. И только во время свадебного обряда девушка незамужняя переходила в другой статус, в статус замужней женщины.
и полностью меняла прическу и костюм. Она надевала платье женское и поверх обязательно надевала безрукавку. Заплетала 2 косы. Прическа замужней женщины, в отличие от девичьей прически, которая носила 1 косу. Эти 2 косы женщины-калмычки, так же, как и все айратские племена, вкладывала в такие черные накосные чехлы. Это имело, кроме декоративного значения, и символическое значение, поскольку женщина, пришедшая из чужого рода, должна была оберегать всех мужчин и всех представителей рода мужа от такого сильного и, может быть, негативного воздействия волос. А в волосах заключалась основная сила женщины. И сексуальная сила, и магическая сила. И в то же время это был и охранительные функции имела и для самой женщины, которая не могла показывать свои волосы при посторонних. И она обязательно должна была носить головной убор. Если девушки не обязательно носили головной убор, сверху не закрывали макушку головы, то женщины замужние всегда носили головной убор. И вот этот вот головной убор, который мы видим на манекене, который представлен в костюме, называется халмак. Это головной убор замужней женщины. Он имеет очень интересный фасон, который не встречается ни у каких других народов, ни монголоязычных, ни соседних, тюркских и так далее. Этот головной убор имеет такую высокую околыш, который имеет разную ширину. Широкий околыш, светлый, это символизирует женское начало. И он украшен вышивкой, орнаментом, который такой арочный геометрический орнамент, который называется, как бы символизирует копыта жеребенка. А более узкая полоса этого головного убора, темная мужская половина, она вышита растительным орнаментом, золотыми нитками. И вот это соединение мужского и женского начала, которое происходит, когда женщина приобретает статус уже замужней женщины, она в себе заключает силы, жизненные силы женского рода и мужского рода, свои и мужа. То же самое касается и 2 кос. То есть 1 коса включает силу, женскую силу, 2 коса заключает в себе волосы, силу, жизненную силу мужчины. Впервые демонстрируем перед посетителями детский калмыцкий костюм. Он был собран из разных коллекций, и у нас он уникален для нашего собрания. Этот детский костюм мальчика в принципе ничем не отличается по составу и фасону от мужского костюма. И надо сказать, что по воспоминаниям современников XIX века, начала XX века, калмыцкие дети вообще до 8 лет бегали летом голышом, а зимой кутались в какие-то отцовские шубы. И только уже начиная с более старшего возраста они уже носили одежду такого же покроя и фасона, как и мужской костюм. Здесь мы видим на мальчике надет бешмет, манишка,
Он опоясан поясом, на голове у него мужская шапка овчины, тоже с красной кистью.